Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Москва на неделю стала частью Дальнего Востока. В Белокаменной прошли дни самого крупного федерального округа страны. В программе общение с молодежью, выставка товаров и встречи с инвесторами. Мы будем стараться делать так, чтобы движение, развитие страны начиналось на Востоке. Глобальное потепление угрожает миру, прогнозы ученых пугают. Пресная вода закончится, ледники растают. В зоне риска и Якутия. В регионе из-за масштабных изменений климата собираются переселять жителей нескольких населенных пунктов. С такой глобальной проблемой Якутии самостоятельно не справиться. Проблема касается всей страны. Сегодня вечная мерзлота занимает 60% территории России. Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Жители одного из районов Москвы выступили против детей, больных раком. Не хотят, чтобы они жили в их подъезде. Люди уверены, онкология – это заразная болезнь. Почему бытовое мракобесие поражает страну? Это очень будет действовать вообще на иммунитет. Мы выступаем против того, чтобы в жилом доме размещался филиал онкологической больницы. Прыжок на чужие грабли. Авиакомпания «Алроса» собирается пополнить парк воздушных судов авиалайнером «Сухой Суперджет». Самолет из-за технических неисправностей и дорогого обслуживания уже подпортил репутацию авиакомпании «Якутия». Сейчас нам предварительно нужно заключить договора на поддержание летной годности этих воздушных судов, на ремонт, все, что связано с ремонтом авиационных двигателей. 2019 под шквал аплодисментов и премьерных спектаклей в России стартовал год театра. Какие надежды с ним связывают театралы Якутии и какие проблемы, по мнению деятелей искусства, нужно решить в первую очередь? Что волнует актера? Успех. Что волнует театр? Тоже успех. Вот сегодня я уверен в успехе. Россия отпраздновала четверть века с момента принятия Конституции, главного закона страны. Ее утвердили по итогам всенародного голосования. По сути, новая Конституция помогла преодолеть жесткий политический кризис, который наблюдался в начале 90-х. Документ, уверенно действующее руководство России, позволил избежать катастрофы территориального распада, укрепил государственность и суверенитет нашей страны. Свободный выбор, сделанный народом, обеспечивает Конституции безусловную легитимность. Владимир Путин уверен, текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положение действующее, работающее. Это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм. При принятии Конституции учитывался не только зарубежный опыт, но и отечественные традиции – правовые, культурные, исторические и социальные. Идет непрерывно. Представители регионов, политические. Мы хорошо знаем все наши текущие проблемы, все наши трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их преодолевать. И вместе обязательно достигнем намеченных целей, исполняя волю нашего народа, уважая и соблюдая принятую им Конституцию. У Дальнего Востока новая столица. Президент России подписал указ о переносе центра округа из Хабаровска во Владивосток. Руководителю администрации главы государства поручено провести необходимые мероприятия в связи с переносом. Инициатива обеспечит Владивостоку, уверенные власти Приморья, новые туристические потоки. Кроме этого, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке, создадут новые рабочие места. Статус столицы Дальневосточного федерального округа – это, безусловно, новые денежные средства, которые придут во Владивосток, потому что центр должен выглядеть достойно. Напомню, с момента образования Дальневосточного федерального округа в 2000 году его центром был Хабаровск. Многие эксперты признают, Владивосток уже давно стал неофициальной столицей Дальнего Востока. Теперь же все подкреплено документально. О развитии региона на неделе говорили в Москве. Там прошли дни Дальнего Востока. Здесь и выставки, встречи с инвесторами, общение с экспертами. События на площадках прежде всего были ориентированы на студентов, выпускников вузов, молодых специалистов. Молодежь нужно закрепить в регионе. Хотите познакомиться с национальной кухней? Без проблем. Узнать о туристических местах? Пожалуйста. Якутия, как самый крупный регион Дальнего Востока, привлекла большое внимание не только москвичей, но и дальневосточных соседей. Татьяна Черемкина побывала на площадках масштабного форума.
В дни Дальнего Востока в разных частях Москвы прошли культурно-выставочные и деловые мероприятия. Москвичи и гости столицы смогли познакомиться с особенностями восточных регионов России, их традициями, культурой, туристическими возможностями и экономическим потенциалом. В канун Нового года большое внимание привлекла ярмарка, где покупатели смогли оценить изделия народных промыслов, ознакомиться с аутентичной кухней дальневосточного региона. Мы будем стараться делать так, чтобы движение развитие страны начиналось на Востоке. Этнические творческие коллективы вызвали восторг московских зрителей, а наши артисты буквально покорили всех профессиональным самобытным исполнением танцевальных номеров, звучанием хомуса, мелодичными песнями и роскошными национальными костюмами. Я влюблена в Якутию, поэтому я с удовольствием приехала посмотреть на выступление. Рядом с памятником Юрию Долгорукому был оборудован фотосалон, где повелитель холода Чингис-хан поздравлял москвичей с наступающим Новым годом и дарил фирменные снимки на память. Конечно же, Дни Дальнего Востока уже становятся хорошей, доброй традицией. Хорошее сочетание и деловой программы, культурной программы, гастрономической программы. В этом году дни прошли под девизом «Дальний Восток. Молодость России». И поэтому основным событием дней стал фестиваль для молодежи, который прошел в экспоцентре. Месте встречи молодых талантов и перспективных специалистов с лучшими работодателями и продвинутыми экспертами. Каждое место хорошо по-своему, а с тем, что нам еще эти места так хорошо представляют. Меня очень впечатлило то, как на Дальнем Востоке хорошо развито исторически моральное настроение у людей. То есть каждый регион наполнен какой-то своей чарующей магией. Может быть, для кого-то посещение фестиваля станет первым шагом, чтобы посетить Восток России, а может и связать с ним свою жизнь. Особенно важно, что здесь очень много молодых людей, которые, честно признаемся, мало что знают про Дальний Восток, но Дальний Восток их интересует. Представители ведущих вузов, музеев, Центра Сколково на сессии «Трансформация образования в современном мире» обсудили совершенно новые подходы к образованию в связи с современными технологиями. Была презентована республиканская акселерационная программа инновационных проектов, которая не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Коллеги из Москвы были приятно удивлены, что на Дальнем Востоке такой высокий уровень, скажем так, проработки проектов и создаются такие уникальные проекты, потому что не каждый регион может такое себе позволить. Все регионы подготовили яркие презентации, познакомились с уникальными особенностями и традициями своего края. Деловая программа оказалась очень насыщенной. Обсуждали новую экономическую политику на Дальнем Востоке. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии организовало деловую сессию «Инвестирую в Якутию», где были презентованы инвестиционные проекты республики. Якутия в последнее время выступает инициатором новых форматов взаимодействия с федеральными органами власти. Так, в Министерстве промышленности Российской Федерации в рамках дней прошла живая дискуссия, где обсудили экспортный потенциал Республики Саха. Для того, чтобы о нас заговорили, для того, чтобы с нами говорили, для того, чтобы люди пришли, все встретились и назначили какие-то направления для дальнейшей работы, а потом уже нужно работать. Дни Дальнего Востока вызвали огромный интерес москвичей и гостей столицы. Федеральный проект имеет большие перспективы, ведь нашему региону сегодня уделяется пристальное внимание со стороны руководства страны. Татьяна Черемкина, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. Дальний Восток может гордиться не только различными проектами и вниманием федерального центра. Главное богатство – люди. Пример – нерюнгринский инженер Василий Рева. Он победил в конкурсе «Гордость Якутии». Награду принесло собственное изобретение. 5 лет назад Рева создал аппарат, насыщающий воду водородом и кислородом. Наш корреспондент Сергей Козюра поговорил с местным кулибином об уникальности разработки. На счету у Василия Ревы десятки изобретений. В 2011 году нерюнгринец вошел в 100 лучших изобретателей России. Аппарат по производству воды, насыщенный водородом и кислородом – одно из его последних новаторств. Кто имеет недостатки с печенью, кто имеет недостатки с почками, кто имеет, допустим, кишечно-желудочные заболевания, они в течение месяца-двух лечат водой, и причем без последствий. С 2016 года Василий Рева является резидентом технопарка «Якутия» в Нерюнгри, в сотрудничестве с которым разработки должны выйти на новый уровень. Изобретение Василия Ивановича имеет большую перспективу не только в плане повышения качества питьевой воды за счет уничтожения вирусной, микробной, бактериологической зараженности, но и придания ее
придание воде парафармацевтических свойств. Данное изобретение имеет портативную форму и умещается в чемодан. Сейчас такой конструкцией пользуется не только семья изобретателя, но и его друзья. В планах Ревы выйти на промышленные масштабы. Уже идет наладка производства в городе Новосибирск. Мы через где-то месяца 2-3 начнем промышленное производство воды. Изобретения Ниренгринского Кулибина неоднократно выставлялись на конкурсах и выставках в области инновационных технологий. Так, в июне этого года Василий Иванович представил своим землякам новое изобретение, которое позволит получать моторное топливо из угля, сланцев, торфа и других твердых горючих ископаемых. В данный момент это опытно-экспериментальная установка, с которой мы можем взять и научиться, как делать из отходов шин, автомобильных шин, полезную продукцию для промышленности, для народа и собственно, и для себя в том числе. По словам изобретателя, технология еще несовершенна и требует доработок. Итоговое сырье еще не получило название, а машина для получения жидкого топлива – официальное разрешение на массовое производство. Всего у Василия Ивановича более 50 различных запатентованных изобретений в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Этим он продолжает заниматься и сейчас. В данное время в разработке находится еще одна новая инновация – получение энергии из воды, что значительно снизит затраты якутян на теплоресурсы. Будем иметь практически даровое тепло, а в перспективе и практически бесплатную энергию, электроэнергию. Его место работы – гаражный комплекс и лаборатория. Ежедневные эксперименты над разработками, совершенствование конструкций и недалек тот день, когда все машины будут работать на водородном топливе. А благодаря живой воде можно будет утолять не только жажду, но и улучшить работу организма. И сады могут зацвести от живой воды. Для кого-то это фантастика, а для кого-то уже реальность. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся, и вот о чем мы расскажем далее. Глобальное потепление угрожает миру, прогнозы ученых пугают. Пресная вода закончится, ледники растают. В зоне риска и Якутия, в регионе из-за масштабных изменений климата, собираются переселять жителей нескольких населенных пунктов. Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, жители одного из районов Москвы выступили против детей, больных раком. Не хотят, чтобы они жили в их подъезде. Люди уверены, онкология – это заразная болезнь. 2019 под шквал аплодисментов и премьерных спектаклей в России стартовал год театра. Какие надежды с ним связывают театралы Якутии? Вы смотрите «Якутия день за днем», подводим мы итоги недели. Глобальное потепление растопит весь лед на Земле, уверены ученые из университета Висконсин-Мэдисон в США. По их мнению, отдельные районы на планете постепенно превратятся в тропики, а минусовая температура станет редкостью. Причина – активность человеческой цивилизации. Их австралийские коллеги добавляют, Земля из-за изменения климата останется без пресной воды, в то время как количество дождей увеличивается, для огромных территорий вырастает риск засухи. Глобальное потепление угрожает и Якутии, одному из самых холодных регионов России. Глава региона Айсан Николаев уже заявил, людей из нескольких населенных пунктов республики придется переселять, так как из-за глобального потепления стали обильно разливаться реки, которые затапливают эти поселки, и вода не уходит до наступления зимы. Наш корреспондент Марьяна Кутукова выяснила, какие районы Якутии попали в зону риска. Глобальное потепление – факт. Общей тенденции не в пользу человечества, говорят ученые. По их прогнозам, к 2050 году от современных территорий российской вечной мерзлоты останется лишь 5-я часть. За последние 10 лет темпы потепления ускорились в 3-4 раза. Например, в Якутске в 60-70-х годах прошлого века норма среднегодовой температуры составляла минус 10 градусов. Сегодня минус 7. Что такое 3 градуса? Вот если мы вернемся в 60-е годы, 70-е годы, да, то такая температура была в Алекминске, Алдане, Томоте. Значит, в Якутске сейчас приходит климат вот того региона. Конечно, это же очень опасно.
Опасность в таянии вечной мерзлоты. Последствия ощущаются уже сейчас. Проваливается грунт, образуются болота, озера увеличиваются в размерах. Возникают проблемы при строительстве дорог и домов. Причина, утверждают ученые, не только в климатических изменениях, но и в действиях самого человека. Антропогенный фактор в действии. Впрочем, деградация вечной мерзлоты идет не по всей территории республики. В Якутии есть места с устойчивой и неустойчивой мерзлотой. Специалисты встречаются с жителями уязвимых территорий. В лесных ландшафтах более-менее стабильно. Проблем пока особых нету. А вот на открытых участках, это луговые участки, это антропогенные участки, это разные сооружения, это поселения там и так далее. Вот там мы имеем большие проблемы. Большие проблемы с деградацией вечной мерзлоты. На неделе ученые, в том числе Сьюзан Крейг из США, встретились с жителями Чурапчинского и Усть-Алданского районов. Изменение мерзлоты особенно активно в Заречье. В наших селах грунт не проваливается. Если надо, то люди выравнивают территории природными материалами. В любом случае, мы должны делать все, чтобы мерзлота сохранялась. Людям надо сажать на своих участках деревья и растения. Это, оказывается, помогает. Что касается заброшенных открытых пашин, то они, да, проваливаются. Но природа сама все исправляет. Например, за последние годы эти участки в 180 гектаров полностью заросли деревьями. С такой глобальной проблемой Якутии самостоятельно не справиться. Проблема касается всей страны. Сегодня вечная мерзлота занимает 60% территории России. Это практически весь Дальний Восток и Сибирь. Поддержка федерального центра необходима не только в части научного сопровождения, но и для внесения новых строительных регламентов. Существующие сегодня строительные нормы и правила утверждаются на федеральном уровне. Вот, допустим, если очень по-простому, то при строительстве пятиэтажного жилого объекта, если раньше было достаточно 8-метровых свай, сегодня уже требуются иные конструкции, поскольку идет оттайка. Решить проблему и остановить интенсивную деградацию вечной мерзлоты должны законы, которые будут регулировать деятельность застройщиков. Первыми инициативу взяли якутские парламентарии, приняв в мае этого года республиканский закон об охране вечной мерзлоты. Она предусматривает усиление мониторинга и научного изучения. Следующим шагом стала разработка федерального закона. Якутию поддержали дальневосточные и северные регионы России. Законопроект сейчас изучают эксперты Госдумы и Совета Федерации. Одни предлагают принять отдельный закон, другие придерживаются мнения, что достаточно внести поправки. Так или иначе, все сходятся в одном: проблему нужно решать и как можно быстрее. Марьяна Кутукова, Павел Пахомов, Ольга Шепелева, Владимир Копырин. Якутия. День за днем. Какой будет нынешняя зима в Якутии, об этом готов рассказать Евгений Тишковец, ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС. Он на связи со студией. Евгений, здравствуйте. Каковы прогнозы? Добрый вечер, Александр. Что касается прогнозов на предстоящую зиму, то они достаточно позитивные. Я бы так выразился, что жители Якутии в некотором роде ждет такая еврозима, то есть более мягкий вариант по температуре. Ну, в цифрах что это значит? Это примерно ночные показатели по самому Якутску. Это минус 39-44 градуса. Я думаю, что редкие ночи, когда будут 40-градусные морозы. Ну, а днем это минимум от 30 до 35 градусов ниже нуля. Что касается по количеству осадков, то ожидается небольшой дефицит, где-то 80%. Ну, конечно, в Якутии и так мало зимой выпадает осадков, это максимум 7-12 миллиметров, так что, в принципе, в общем-то, эти изменения по осадкам в рамках климатической погрешности. Теперь, что, если говорить о том, какая весна будет, ну, я должен отметить, что осень была теплее почти на 4 градуса. Это невероятно тепло. Вообще сам 2018 год был очень теплый в России. Ну, а зима получится где-то на 2-4 градуса теплее, чем положено. Но, тем не менее, вот это будет компенсироваться достаточно запоздалой весной, поскольку, ну, традиционное наступление так называемой климатической весны, то есть перехода через температуры, среднесуточной температуры через 0 в сторону положительных значений, которые приходится для Якутска в районе 27 апреля, это будет сдвинуто где-то как минимум на 1-2 недели в сторону мая. И пару слов о глобальном потеплении. Какая ситуация обстоит с изменениями климата в России?
Что касается глобального потепления, то темпы роста температуры в России более высокие, чем в остальных уголках земного шара. Это в среднем, если по планете градус за последние 100 лет, то в России это 2,5 градуса. Но наиболее значимое потепление наблюдается, конечно, в арктической зоне и в азиатской части нашей страны. И не исключение в этом смысле, конечно, и Якутия. По крайней мере, вот те данные статистики по 50 метеостанциям республики говорят о том, что за последние полвека температура в республике выросла почти на 2 градуса. Ну и, в общем-то, оттаивание зоны вечной мерзлоты происходит где-то на 2 сантиметра в год. Это значимые показатели. И вообще, сам по себе климат Якутии, безусловно, меняется. Вот. И предстоящая зима 2018-2019, а как раз именно холодные сезоны и вносят вот эти положительные поправки в изменение температуры с оттепели, ну, с такими с положительными трендами, она, собственно говоря, и внесет наибольший вклад в изменение климата. Так что зима 2018-19 в республике будет теплее, чем нормы. Касается это в основном центральных районов республики. Причем это и декабрь, и январь, и февраль. А вот март будет достаточно холодным. И самым холодным, конечно, будет апрель, потому что весна наступит достаточно в более поздние сроки, чем положено по всем климатическим параметрам. Александр. Евгений, спасибо. На связи со студией был ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Говорили о прогнозе погоды в Якутии и глобальном потеплении. К изменениям климата нужно готовиться не только строителям и простым людям, наготове и фермеры, ведь показатели урожая зависят и от погоды. А как хранить овощи в условиях постоянных перепадов или долгой зимы? В Ленске, например, готовятся построить новое овощехранилище. В этом году местные крестьянские хозяйства только картофеля собрали 8 тысяч тонн. А куда сбывать? Хранить столько негде. Светлана Балеева о проблеме, которая сдвинулась с мертвой точки. Вот уже несколько десятков лет в Ленске стоит вопрос строительства овощехранилища. И только в этом году он сдвинулся с мертвой точки. Вот на этом месте в скором времени появится долгожданный объект. Крестьянские хозяйства и местные жители с нетерпением ждут этого события. С появлением овощехранилища у сельхозпроизводителей появится возможность решить проблему со сбытом и хранением продукции. А жители города получат возможность приобретать свежие, вкусные, а главное экологически чистые овощи. Я считаю, да. Надо приобретать местные. Цена, чтобы была нормальная. Было бы, конечно, лучше, чем китайская. Сегодня же ленчане приобретают в основном привозную овощную продукцию, а крестьянские хозяйства, в свою очередь, все так же не справляются с ее сбытом. Многие из-за сложившейся проблемы забросили свои земельные участки. Возьмем Нюю, у них было 60 гектар у населения картофеля, а на сегодняшний день 47. У многих нету даже машины в город вывезти, поэтому и к ним никто не едет. Урожайность ежегодно высокая. Реализовать по осени весь собранный объем никому из предпринимателей не удается, так как договора на поставку овощей с крупными предприятиями самостоятельно заключить не всем предоставляется возможным. Реализовывать овощи приходится небольшими партиями самостоятельно на улицах нашего города и соседнего Мирного. Уже 200 тонн капусты выкинули. Уже потому что не рассчитано на такие объемы на хранение. А девать некуда. Надо сказать, что сегодня в Ленском районе растениеводством занимается 38 крестьянских хозяйств. В этом году они высадили сельскохозяйственные культуры на площади более 1000 гектар. Собрали 8 тысяч тонн картофеля и 3,5 тонны овощей. У многих продукция остается нереализованной до сих пор. В вопросах реализации, конечно, сельхозуправление помогает предпринимателям, но глобально решить эту проблему не удается. Сегодня поддержку предпринимателям оказывает и глава района, который планирует подписать соглашение с крупными промышленными предприятиями на поставку им местной сельхозпродукции. Решается вопрос и со строительством овощехранилища. Сегодня в стадии завершения находится оформление земли. Мы до Нового года должны фактически уже проект овощехранилища получить. Эта программа была по линии Минсельхоза. По крайней мере, пока Минсельхоз опять отмалчивается, я бы не смотреть, если нет. Если проект получится, соответственно, мы, наверное, стройку начнем за свои средства в любом случае. По предположениям главы района, строить овощехранилище будут на условиях софинансирования из бюджетов Министерства сельхозуправления и района. По проекту общая сумма затрат составит 80 миллионов рублей. Овощехранилище предусмотрит климат-контроль, переработку, допустим, картошки, что она должна фасоваться, допустим, в пакеты, в специальные.
Появление овощехранилища упростит деятельность крестьянских фермерских хозяйств, позволит увеличить объемы производства, что даст возможность обеспечить район и республику собственными овощами. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая реклама, вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Жители одного из районов Москвы выступили против детей, больных раком. Не хотят, чтобы они жили в их подъезде. Люди уверены, онкология – это заразная болезнь. Прыжок на чужие грабли. Авиакомпания «Алроса» собирается пополнить парк воздушных судов авиалайнером «Сухой Суперджет». Самолет из-за технических неисправностей и дорогого обслуживания уже подпортил репутацию авиакомпании «Якутия». 2019 под шквал аплодисментов и премьерных спектаклей в России стартовал год театра. Какие надежды с ним связывают театралы Якутии? Это Якутия день за днем. Мы продолжаем рассказывать про мракобесие. Не в отдаленном поселке, а в столице России. Жители одного из домов Москвы начали собирать подписи, чтобы рядом с ними не находились дети, больные онкологией. Благотворительный фонд «Подари жизнь» арендует для ребят квартиры. Причина проста – рядом находится клиника. Так вот, активисты с улицы Миклуха-Маклая выступили против такого соседства. Они уверены, что рак – это инфекция и передается воздушно-капельным путем. Чудовищная безграмотность, которая граничит с бредом, поражает. Именно отсутствие элементарных знаний не помешало подписать эту петицию. Из 64 квартир большинство выступили против детей, у которых рак. Но больше 90% уезжают домой. Такая позиция – это иллюстрация абсолютной безграмотности. И, к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. Наносится непоправимая психологическая травма ребенку и его семье. Поражает такое немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый. Абсолютно достоверно известно, что инфекции, в том числе вирусные, не являются причиной развития онкологических заболеваний. Они не могут никого заразить. Скорее, мы опасны для них. Любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной. Это уже потом, после внимания СМИ, люди начали открещиваться. Мол, это все Елена Алина, жительница подъезда. Она собирала подписи, устраивала шум, доставала соседей. Вот подписывали, чтобы отстала. Но факт остается фактом. Бытовое мракобесие процветает. Не думают, не читают, не спрашивают у специалистов. Устраивают непонятную охоту на ведьм. В итоге страдают дети, у которых и без того взрослые проблемы. Им нужно помочь и оградить от невзгод. Может, это вы, те, кто распространяют все эти идеи, являетесь заразными? Невежество – страшная болезнь, черствость и вовсе губительно. Ведь люди подставили под удар детей лишь для того, чтобы не пересекаться с беспокойной соседкой. От этой истории хочется сгореть со стыда. Семья с онкобольным ребенком, кстати, съехала с арендованной квартиры. В благотворительном фонде «Подари жизнь» подчеркнули, это не из-за травли, просто период очередных процедур закончился. Вот рискнут ли они возвращаться к жителям 6-го подъезда, улицы Миклуха-Маклая, 30? На фоне этой новости слегка померкла, но не потеряла актуальность другая тема – отмена концертов рэп-исполнителей и молодежных групп в регионах России. Подключились даже депутаты Государственной Думы. Позвали рэперов поговорить. Почему-то решили не звать Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, хотя он стал рекордсменом. У Хаски отменили по разным причинам 12 концертов. Депутаты пригласили Давида Птаху Нуриева и Романа Жигана Чумакова. Их выступления никто не отменял. Многие начали думать, что Птаха и Жиган пойдут на мировую, никакой дискуссии не будет. Оказалось, все с точностью наоборот. Нуриев и Чумаков высказали серьезные претензии к депутатам и силовикам. Нам не интересен просто диалог, нам интересно решение вопроса.
У нас очень сейчас в интернете клюют со всех сторон. Рэперы про нас пишут, что мы идем к вам, рэперы говорят, что мы идем к вам на поклон. Некоторые говорят, что мы вообще не должны, потому что, в принципе, для нас зашкварно вообще появляться в таких мероприятиях, как говорится, потому что у нас немножко другой образ жизни, мировоззрение совершенно иное, в отличие от, отличается с вашим. Родители должны воспитывать своих детей. Все зависит от воспитания. Если ребенок воспитан правильно, он если даже слушает что-то, он не будет это повторять. Почему вы нас обвиняете в своих дырках? То, что вы сами не смогли ничего сделать. То, что у вас нет идеологии в стране, нет правильного образования в стране, нет морального образования молодежи в школах. И благодаря этому происходит то, что мы сейчас видим, разложение молодежи. Почему вы нас обвиняете в том, что вы сами не смогли сделать? Представители молодежного парламента сказали, что концерты артистов отменяют по 3 причинам. Обращение правоохранительных или других органов, отключение света, возможно, это связано с недобросовестной конкуренцией, и, конечно же, из-за угроз. Например, концерт LJ в Якутске отменился, потому что в интернете его призвали убить. Затем слово взял председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он заявил Птахи и Жигану: вы будете отвечать за свои поступки перед законом и перед Господом. Цитата: «Я люблю рэп, это интересная часть нашей культуры». О чем диалог? Если нужны изменения в законодательстве, ну, давайте их обсуждать. Да, их еще тоже обсудим. Получить здесь разъяснение, почему в том или ином регионе какие-то предпринимаются действия, мне кажется, у вас не получится, потому что каждый отвечает на своем участке работы, за свое. Вот. Зачем сюда пришли, вы справедливо спрашиваете. Наверное, чтобы задать эти вопросы через средства массовой информации. Вас же будут цитировать, вас будут показывать, ваши речи перепечатывать, обсуждать. Если центральная власть, которая находится в Москве, не способна контролировать на местах власти, я о чем говорю, о том, что типа вы говорите, это каждый должен отвечать сам за себя. Нет, это здание должно отвечать за всех. Вот это здание не Белый дом, это должно отвечать за всех остальных, кто ниже вас находится по иерархии, так сказать. Мы не пришли сюда ругаться, воевать и что-то. Но мы высказываем свое мнение в той форме, в которой мы можем это делать, позволить себе. И Дегтярев все продолжал, только смысл его выступления сводился к одному: в отменах концертов виноваты сами исполнители. Слова о том, что законодатели, которых выбрали россияне, должны работать с молодежью, он будто не услышал. Потом и вовсе депутат начал цитировать произведения русских поэтов. Прочитаю вам стихотворение Сергея Есенина. «Не тужи, дорогой, и не ахай» называется. Вы знаете его? Слышали? Ну, не тужи, дорогой, и не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого. Запикано, чтоб тебя не послали. Запикано. Талантливый человек, талантливый. Но нам же, как говорится, закон предписывает не ругаться в Сенат государственное общество и не читать полностью. Правильно? А промеж себя, дома, за столом, на кухне мы можем полностью это стихотворение с вами продекламировать с использованием всей широты лексики русского языка. Вот, в общем-то, вам иллюстрации. Как можно, а как нет. Послушал, очень интересное стихотворение, классное, тоже слышал его, и сразу вспомнились некоторые работы, в том числе и Григория Лепса, автора песни Евгений Григорьев «Рюмка водки на столе». Но не помню ни одной отмены концертов этого замечательного исполнителя, хотя пропаганда налицо, да, алкоголизма и всего остального. Хотя песня очень хорошая, но она играет вообще отовсюду, с каждого утюга. И никто же слова не сказал про это. А тут молодые ребята, рэперы, собирают солдаты, 35 тысяч человек олимпийский, 25 тысяч человек олимпийский, тут опачки. А они же там что-то сказали про водку, они там что-то сказали про это, про то. То есть вы обращаете внимание на такие вещи, но речь не в нас, речь не в рэперах, мы не опасны.
Мы можем писать хорошую музыку. И не надо нам заклеивать рот пластырем в надежде, что мы не будем говорить. Заклеивая нам рот пластырем, вы сделаете эту музыку культовой. И когда она будет под запретом, как в свое время группа «Кино», она станет по-настоящему культовой. И тогда это может быть стать по-настоящему опасным прецедентом для каких-то действий. Потом Дегтярев ушел со встречи. Покинул круглый стол и Жиган. Цитата. «Я очень сильно извиняюсь, и речь зашла уже ни о чем. Это можно еще 20 лет тележить и обсуждать». Вот и поговорили. Одни просят не наступать на горло, другие уверены, не наступаем, просто чуть-чуть сдавливаем для профилактики. Законодатели выражают уверенность, что отмена концертов рэп-исполнителей – вынужденная мера, обусловленная обилием нецензурной лексики в композициях и нарушением правил возрастных ограничений на концертах. Все для того, чтобы оградить подрастающее поколение от пагубного влияния. Уважаемая молодежь, вы спросить не забыли? Вместо того, чтобы отменять, лучше бы нормально объяснили. Это как у Маяковского, его многие цитируют, как отец про плохое объясняет сыну. Юное поколение не готово самостоятельно принимать подобные решения. Родителям также нужна помощь. Вопрос просвещения активно поднимается на самом высоком уровне. Музыкальные произведения для молодежи нужно подбирать соответствующие. Например, чем плохо известный культурный деятель Борис Гребенщиков. «Под небом голубым», «Есть город золотой» с прозрачными воротами и яркой звездой. Прекрасно же! Вероятно, вам память снова чуть отшибла. Факты перевернули, но, впрочем, как обычно. Гребенщикова история довольно богата. С группой «Аквариум» он был персоной нон-грата. Копнем еще глубже. Почет и уважение. Затронем тех, на ком растут поколения. Маяковский писал с очень сильным рвением, да и Пушкин ругался в своих произведениях. Истина посередине. Нужно соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. Современные музыкальные течения могут отвечать требованиям безопасности, если они не затрагивают пропаганду секса, насилия и наркотиков. Эти темы вызывают беспокойство. Рэп рассчитан на молодежь, и она утрачивает нравственные ценности. Отмена концертов – крайняя и необходимая мера, однако это не цензура, а охранение нравственных ценностей. Стоп, кажется, вы до сих пор не догоняете. Музыку запрещая, вы нравственность не сохраняете. Вы детьми со школы не занимаетесь и во всех бедах, конечно, музыку обвиняете. Может, стоит покопаться в своей голове и придумать, как молодежь оставить на хорошей волне. Доступнее сделать секции, развивать детский спорт. И мне кажется, от этого будет больший толк. Вот вам не кажется, что вы просто боретесь не с тем? Мы не боремся, мы защищаем подрастающее поколение. Вкладывая культуру в молодежь, можно рассчитывать на процветание страны. А субкультура должна отвечать современным тенденциям и ценностям. Ну, так она и отвечает. Мы говорим о проблемах, которые вы предпочитаете не замечать. Так, давайте договоримся. Если появится инициатива об отмене концертов, то просто обращайтесь к депутатам. Так не получится, потому что мы не хотим бегать по каждому поводу. Мы хотим, чтобы таких случаев не было в будущем, о котором вы так заботитесь. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Прыжок на чужие грабли. Авиакомпания «Алроса» собирается пополнить парк воздушных судов авиалайнером «Сухой Суперджет-100». Самолет из-за технических неисправностей и дорогого обслуживания уже подпортил репутацию другой региональной авиакомпании – Якутия. В 2019 под шквал аплодисментов и премьерных спектаклей в России стартовал год театра. Какие надежды с ним связывают театралы Якутии? И какие проблемы, по мнению деятелей искусства, нужно решить в первую очередь? В эфире «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Власти республики поддержат авиакомпанию «Якутия». Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Мы должны провести сейчас санацию компании в целом, сделать ее более эффективной, сократить неэффективные расходы. Будем вести речь о субсидировании нашей авиакомпании, потому что она несет большую социальную миссию, сказал Николаев журналистам.
Напомню, проблемы преследуют главного перевозчика Якутии с начала года. В особенности это связано с самолетами Сухой Суперджет-100. Двигатели у российского авиалайнера оказались ненадежными. Ремонт дорогой и долгий. Причины неисправности конструктивные. С подобными проблемами, кстати, столкнулась не только Якутия. Бельгийский авиаперевозчик Brussels Airlines решил отказаться от российских суперджетов. Официальной причиной называются также технические неисправности в конструкции авиалайнеров. Брюссельским авиалиниям якобы надоело отменять и переносить рейсы из-за ломающихся самолетов. Обеспечивать их техобслуживание оказалось дорого и не всегда эффективно. Ввязаться в историю с суперджетами решил и другой перевозчик республики – авиакомпания «Алроса». В 2019 году авиакомпания «Алроса» заменит старые самолеты на новые Сухой Суперджет-100. В рамках форума «Транспортная неделя-2018» между директором государственной транспортной лизинговой компании и генеральным директором авиакомпании «Алроса» было подписано соглашение на поставку 2 лайнеров Сухой Суперджет-100. Ими заменят самолеты Ту-134 и Ту-154, которые эксплуатируются в авиакомпании с 2013 года. До этого использовались Мирнинским авиапредприятием с 2002 и 2008 года. Новые самолеты будут летать по всей маршрутной сети авиакомпании с аэропорта города Мирного и Удачного. Сейчас нам предварительно нужно заключить договора на поддержание летной годности этих воздушных судов, на ремонт, все, что связано с ремонтом авиационных двигателей, получение запасных частей. И после этого мы подпишем уже с ними твердый контракт, но я надеюсь, что это будет где-то ближе к февралю. А сами воздушные суда мы планируем получить к летнему сезону 2019 года. Однако жители Мирнинского района неоднозначно отреагировали на эту новость. Многие помнят проблемный опыт 2 авиакомпаний с данными самолетами. Так, в августе этого года авиакомпания «Якутия» назвала Сухой Суперджет-100 ненадежным самолетом. Оказалось, что уже 2 года республиканская авиакомпания испытывала сложности с низкой надежностью этих воздушных судов, связанные с двигателями. В итоге многочисленные задержки рейсов и огромные финансовые потери. На ремонт 2 двигателей по гарантии фирме PowerJet потребовалось целых 8 месяцев. С этой проблемой столкнулась не только авиакомпания «Якутия», но и другие эксплуатанты, в том числе с мировым именем. В целом зафиксировано 33 случая выхода из строя двигателей по причине конструкторских недостатков. На данный момент договор между Федеральным агентством воздушного транспорта авиакомпании «Алроса» и Министерством транспорта республики еще не подписан. И пока авиакомпания намерена эксплуатировать старые Ту-134 и Ту-154 до середины следующего года. Марферина Алексеева, Якутия, день за днем. На следующий год большие планы не только у авиакомпании «Алроса». 2019 объявлен в России годом театра. Долгожданная мечта актеров, режиссеров, руководителей, технического персонала наконец-то сбылась. Чего ждут якутские театралы и какие проблемы нужно решить? Об этом поговорили с Александром Лобановым, директором Академического драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Александр Александрович, 2019 год, год театра в России. Как у простого зрителя, как у обывателя возникает вопрос театралам, театральным деятелям. Обидно не было до этого? Потому что до этого в России были год культуры, год литературы, год кино. И вот мы только сейчас дошли до театра. Ну, сейчас уже точно не обидно, да? Но если брать, конечно, предыдущие года, когда хотелось бы все-таки, чтобы и на нас обратили внимание, конечно же, было как-то, когда же, наконец-то. Ну, слава богу, то, что и до нас дошла очередь, и я надеюсь, что этот год он действительно принесет немало событий, надеюсь, и свершений. Но и самое главное, чтобы для кого-то, кто чего-то очень долго ждал, все-таки какие-то первые шаги на пути к мечте, они осуществились. Посмотрим. Руководитель Союза театральных деятелей России Александр Калягин сказал, что для актера главное – это успех. И для театра главное – это успех. А вот в год театра в России что главное для зрителя? Ну, конечно же, это, скорее всего, программа, которую зритель сможет увидеть, да, в любом театре, да и помимо него. Ведь если год объявлен именно
годом театра. Это, соответственно, тоже кино, тоже телевидение. Они все будут освещать и эту тему. И я думаю, что мы с этого, как говорится, получим конкретно, если брать как вот зрителя, да, вот обыватель пришел посмотреть, увидеть. Я думаю, что зритель получит гораздо шире, нежели в самом слове вот, театр, да. Само понятие театр, конкретное учреждение, куда пришли, посмотрели сцену. Конечно же, это будет целый комплекс мероприятий, и, думаю, охват будет гораздо шире, нежели просто зритель пришел, посмотрел на спектакль, развернулся, остался там с каким-то осадком, впечатлением, и все. Да? Я думаю, что будет гораздо интереснее. Другой вопрос, что интересно ли это будет для обывателя. Вот, потому что все-таки все равно в целом театральная среда, она все-таки со своими нюансами, ну, как и любая отрасль. Ну, и хорошо, наверное, пускай зритель окунется в это все, поймет, каково это создавать, именно то, что они уже видят, уже конечный продукт, конкретно спектакль, и что этому еще сопутствует, как это все получается. Откуда актеры берутся, режиссеры, художники. Это же целая наука. И в одночасье это не решается. Это очень долгий процесс. Такой двойной вопрос. Русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина в год театра. Чего вы ждете конкретно? И что вы готовы дать зрителям? Ну, в любом случае, раз уж год театра, мы постараемся работать несколько лучше, чем в любой другой сезон. Что мы ждем? Ну, конечно, мы ждем чего-то того, что у нас давно не решалось, да, чтобы как минимум не то, что обратили и назвали год театра, да, а все-таки обратили внимание на конкретные какие-то вопросы, на какие-то проблемы, и как минимум, чтобы они начали решаться. Ну, это мы уже выше говорили об этом, да. А для зрителя в любом случае, я думаю, что помимо нашего театра, нашего коллектива, на нашей площадке будет много сюрпризов, событий происходить в течение этого года. Я надеюсь, что все останутся довольны на самом деле. И мы в том числе. Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь, говорил легендарный режиссер, актер и преподаватель Константин Станиславский. Федеральные власти готовы поддержать российские театры. Главное, чтобы и регионы подключились. Кристина Якупова побывала в 3 государственных театрах Якутии и спросила, верят ли в помощь. Мы собрались с вами в Ярославле не случайно, а по хорошему поводу, чтобы дать старт году театра в России. 2019 будет связан с развитием театрального искусства. Символично. Церемония открытия года театра в России прошла в Ярославле. Именно здесь находится старейший русский профессиональный театр. Я очень рассчитываю на то, что год театра в России, он даст не только толчок в развитии театрального дела, он поможет деятелям театра укрепить свои позиции. В год театра запланированы масштабные международные и всероссийские события. Во главе угла театральная олимпиада. Она начнется с культурной столицы Санкт-Петербурга. Затем ее подхватит 50 театров из 7 регионов России. Нас ожидает целый год театра. У русского театра Пушкина большие надежды. Поддерживает их и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Мы пришли на смену кому-то, теперь мы видим смену, достойную нас. Что волнует актера? Успех. Что волнует театр? Тоже успех. Вот сегодня я уверен в успехе, потому что мои слова наверняка вызовут аплодисменты. Год театра в России позвольте объявить открытым. Якутия – театральный регион. В республике 11 профессиональных театров и 53 народных. В каждом премьерные показы. В Пушкинке – бессмертная классика, пьеса «Чайка» Антона Чехова. Мне живется гораздо хуже вашего. У меня жалование всего 23 рубля, да еще учитать меня в нелепую.
Но я же не ношу по этому поводу траура. А дело не в деньгах, и бедняк может быть счастлив. Открыли и музей театра. В коллекции фотоматериалы, архивные документы и костюмы из спектаклей. Прекрасно, что в Русском драматическом театре коллектив хранит традиции, хранит память о том, кто создавал этот театр. Я думаю, что год театра обязательно подарит 1, 2, 3 новых каких-то спектаклей у Якутии. В Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Сивцева Сооруна Амалона показали балет «Корсар». Как отмечает режиссер, постановка получилась масштабной. Он у нас уже ставился на нашей сцене. Правда, это было к фестивалю «Стерх» мы делали, тоже посвященный Пятипа был, и танцевали ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра. Но это был такой совместный спектакль. А сейчас спектакль уже такой уже наш, он будет в нашем репертуаре, танцуют наши солисты. Планы у оперного театра на предстоящий год грандиозные. Фестивали, новые постановки, конкурс оперных певцов, гастроли. Мы, конечно, готовы. Конечно, все это будет зависеть от того, как будет у нас финансирование. Но, тем не менее, в любом случае мы готовы, чтобы этот год, чтобы зритель был удовлетворен и представить ему в этот год, чтобы этот год был для него интересным и для коллектива, чтобы был интересным. Весь коллектив готов работать. В новом году театр надеется получить средства на капитальный ремонт, обновить звуковое и световое оборудование, а также одежду сцены. А еще получить средства на новые постановки, чтобы предоставлять зрителю полноценные спектакли. В Саха-академическом театре имени Платона Аюнского спектакль «Открытие». Это нашумевший «Мой друг Гамлет» режиссера Сергея Потапова. Постановка претендует на всероссийскую театральную премию «Золотая маска». Что в следующем увидит зритель, театр уже подготовил репертуар. Мы хотим поставить Островского. Обязательно должен быть в нашем репертуаре. Николай Васильевич Гоголь обязательно должен быть в нашем репертуаре. И помимо этого мы хотим еще западной классике обратиться. Это Шекспир, Бертольд Брехт, Гальдони. В майском указе президента России особый акцент на культуре. Она должна стать приоритетным направлением во всех регионах. И год театра привлечет к ней глобальное внимание. Появляется возможность решить многолетние проблемы. Ведь люди хотят увидеть новую жизнь вечного искусства. В этом году театры ждут поддержку как никогда. Не на словах, а на деле. Кристина Якупова, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.